Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. В лихие 90-е алкогольный рынок России стал одним из самых лакомых кусков для группировок всех мастей. Передел собственности сопровождался громкими убийствами. Директора пивзаводов и спиртзаводов, владельцы алкогольных компаний все чаще становились мишенью для наемных убийц. Выстрелы гремели по всей стране. В 1996 году жертвой киллера стал гендиректор татарстанской агрофирмы «Усадская» Владислав Баранов. Говорят, именно этот факт сыграл немалую роль в решении национализировать алкогольную отрасль республики. Президент Татарстана Ментимир Шамиев произнес известную фразу «Объединяйтесь, иначе они друг друга перестреляют». В декабре 1996 года был подписан указ об усилении госконтроля за оборотом и качеством алкогольной продукции. Его итогом стало создание государственной финансово-промышленной группы «Татспиртпром», объединившей всю алкогольную отрасль республики. Вячеслава Баранова застрелили в Казани 16 января 1996 года. В 6 часов 45 минут на проспекте Ямашева его ожидал водитель на перламутровом Mitsubishi Pajero. Завидев шефа, который шел под мостом через проспект Ибрагимова, шофер стал заводить двигатель. В этот момент раздался хлопок. Баранов упал, но был еще жив и еле слышно стонал. Водитель побежал к нему домой и сказал, чтобы жена вызывала скорую, но было поздно. Осмелились убить, как обычного гражданина, ведь он очень опытный человек. И, конечно, на место происшествия, это не зря, наверное, я со следственной группой подъехал, а за мной подъехал тут же министр внутренних дел Искандер Галимзянович Галимов, тогда был министром. Осмотрели тщательно труп, прилегающую местность, изъяли вещественные доказательства, по приезду составили очень обширный план совместных следственно-оперативных мероприятий, выдвинули, как всегда, большое количество версий, конечно, большинство или многие из них, они касались коммерческой деятельности Баранова, прежде всего. Баранова хорошо знали в городе и бандиты, и коммерсанты, и стражи правопорядка. Он прослужил в МВД с 1963 по 1988 годы, в основном в уголовном розыске, и закончил карьеру заместителем директора лечебно-трудового профилактория УВД Казани. Именно Баранов принимал активное участие в разгроме знаменитой группировки «Тяп-ляп» в конце 70-х годов. Завершив карьеру, милиционер ушел работать на спиртзавод в селе Усады под Казанью. И в скором времени был избран его директором, причем оказался весьма успешным руководителем. Люди его уважали, он был справедливым, аскетическим, что ли, человеком, то есть он не позволял себе какой-то там роскоши или, в столовой он питался, в той столовой, где питались рабочие, правда, за отдельным столом. Вот он во время обеденного перерыва занимался на турнике. То есть, я говорю, он мог делать пробежки от Каменки, это километр, наверное, 5 до завода перед началом рабочего дня. Выглядел так элегантно, просто, но со вкусом одет. Такое волевое и строгое лицо. Несмотря на внешнее спокойствие, в душе бывший милиционер все же чего-то опасался. Со слов супруги, он никогда не расставался с пистолетом. Выходя куда-либо, снимал его с предохранителя. Не менее интересные детали из его жизни обнаружились в ходе обыска в усадах.
В оборудованном под полом спиртохранилища тайнике и вентиляционных трубах оперативники нашли 10 гранатометов «Муха», 50 гранат F1 и РГД, а также большое количество патронов. Завскладом признался, что оборудовал тайник по приказу Баранова. Но и это было не все. На даче Баранова изъяли автомат с глушителем, 2 охотничьих ружья, патроны и 4 детонатора к взрывным устройствам. Даже для бывшего сотрудника милиции это было многовато. Ни для кого не секрет, что в то время, в эти лихие 90-е, все предприятия Казани, то есть находились, скажем, образно говоря, под крышей каких-то преступных группировок. Усадский спиртзавод работал под крышей жилки, поэтому то оружие, которое там изымалось, естественно, принадлежало участникам УПС «Жилка». Вот. Поскольку на тот период шел активный передел сфер влияния, то есть участники ОПГ «Грязь» хотели установить криминальный контроль за деятельностью этого завода. То есть неоднократно встречались с Барановым, как-то уговаривали его, там, угрожали ему, я не знаю, пытаясь тем самым навязать свои какие-то принципы работы. Баранов отказался, в связи с чем было принято решение о его физическом устранении, его просто убили. Конечно, не исключалась и возможность мести со стороны банды Тяп-Ляп, хотя потерпевший сыграл далеко не ключевую роль в ее ликвидации. И тем не менее, спустя пару месяцев оперативники на всякий случай задержали в Москве основателя Тяп-Ляпа Антипова. В ходе обыска в его квартире нашли 2 пистолета и солидную денежную сумму. Но никакой связи между Антипом и убийством не прослеживалось. Когда вы приняли дело к производству, что интересного там вы отметили для себя? При изучении мной дела было выявлено, что ход вот именно на первоначальном этапе давался правильный. То есть действительно работали в нужном направлении. Но вот видно на тот момент, учитывая и то обстоятельство, что лица, которые были в группировках, они много не рассказывали. Но с уверенностью могу сказать, что действительно работали в правильном направлении. В рамках расследования убийства, в соответствии с указом президента России о чрезвычайных мерах по борьбе с организованной преступностью, задержали порядка 120 человек, от обычных уголовников до главного агронома агрофирмы «Бирюли» и главного инженера АПФ «Усадская». В причастности к убийству подозревался даже бывший личный водитель гендиректора. Так или иначе, но все версии оказались тупиковыми. Убийство Баранова осталось нераскрытым. Прошло более 10 лет, и только в феврале 2007 года в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана поступила очень важная оперативная информация. Она позволила выйти на след банды, орудовавшей на территории республики в середине 90-х годов. Под подозрение попали 2 человека. Уже отбывающий 22-летний срок заключения 56-летний Евгений Катков и 29-летний Ринат Хазиахметов. Показания Хазиахметова и Каткова стали сенсацией. Они полностью раскаялись и написали явки с повинной. Первый признался в убийстве директора агрофирмы «Усадская» Владислава Баранова. Второй – в убийстве гендиректора фирмы «Татпак» Якова Галимеддинова. Из показаний подозреваемых и свидетелей следовало, что в середине 90-х годов на территории республики действовала доселе неизвестная, хорошо законспирированная бригада киллеров. Работая в одном направлении, у нас вышли попутно вот эти люди. То есть нам удалось, это как бы удача, оперская может быть удача, что нам удалось установить круг лиц, группу киллеров, то есть убийц профессиональных. Потому что понятно, что человек один раз нажавший на курок, он может и второй раз уже нажать. Да, может быть, сейчас они там не совершают преступления, но придет время, сложатся обстоятельства, поставят ему хорошую цену, и он сделает.
слово «киллер» появилось в русском языке относительно недавно, последние 2 десятилетия, с проникновением в массы западной культуры. Но наемные убийцы, получавшие вознаграждение от заказчиков за свои преступления, существовали во все времена человечества. Жертвами киллеров становились египетские фараоны, римские цезари, русские цари и американские президенты. Заказные убийства стали часто использоваться в политических и экономических конфликтах, криминальных разборках. В киллеры пришли как профессионалы, бывшие военные стрелки-спортсмены, так и любители с желанием заработать по-быстрому. Некоторые даже давали объявления в газетах о том, что ищут работу с риском. Риск действительно большой. Самих киллеров очень часто убивали после выполнения задания, чтобы они не могли указать на заказчиков. Выпускник юрфака Казанского университета Эдуард Гарипов по кличке Идюня стал лидером казанской преступной группировки «Грязь». Авторитет группировки «Чайники» Александр Репин по кличке Петрович, бывший замначальника угрозыска советского РУВД Казани. Авторитеты объединились на фоне борьбы с известным лидером преступного мира, основателем группировки «Жилка» Хайдером. В 1994 году Хайдер объявил войну всем преступным сообществам, несогласным с его политикой. Таковых в Казани набралось немало. Вспыхнул открытый конфликт. Группировки, в том числе «Грязь» и «Чайники», вступили в борьбу с «Жилкой». Гарипов Эдуард по кличке Идюня. И легендарная личность была достаточно, очень амбициозная, кровожадная. Одним из первых из грязевских уехал в Москву, когда, то есть, пошел отток отсюда участников УПГ, когда здесь им не давали развернуться. Прочные позиции они имели, то есть контролировали несколько магазинов, автосалонов, завод на территории Москвы, производство диодов. Поэтому и то есть все было, в принципе, налажено до того момента, пока не появился вот Репин, фактически. То есть Репин стал ему в голову вселять мысль, что ты великий, с тобой никто не считается, то есть давай вот сейчас надо вот этих мы уберем, этих возьмем под контроль. И тут стал к нему прислушиваться. Фактически, бригада киллеров появилась осенью 1995 года в Москве. Гарипов и Репин познакомились с жителем Ярославля, 29-летним Игорем Баранником. Он и стал бригадиром киллеров и незаменимым помощником криминальных авторитетов. Гарипов, он же Идюня, и Репин, он же Петрович, вкратце посвятили Баранника в хитросплетение своих отношений с Хайдером. Они сообщили, что есть люди, готовые выложить за голову лидера Жилки $30 000. Партнеры попросили подобрать надежных парней, которые могли бы защищать интересы клана. В Менделеевске нашелся уже судимый Ринат Хазиахметов. Ему и был сделан заказ. Первым преступлением бригады киллеров стало убийство директора Усадского спиртзавода Баранова. Хазиахметов – это человек с обостренным чувством справедливости, переисполненный любви к своей дочери. Его внутренний мир и поступки, они немножко противоречили друг другу. С вечера Хазиахметову показали дорогу, по которой коммерсант обычно шел к служебному автомобилю. Баранник вручил киллеру пистолет ТТ и велел ждать условного сигнала в подъезде ближайшего дома. Узнав о появлении жертвы, Хазиахметов догнал его и выстрелил в голову. В тот же день, получив за успешно выполненную работу $1000, наемный убийца уехал домой. Баранник восхищался этим убийством. Он говорил, как красиво отработал. Один выстрел в голову и все. Ниточка этого убийства протянулась сквозь годы. До конца расследования под пулями наемных убийц легли десятки людей, особо приближенных к Хайдеру. По подсчетам оперативников, в банду грязевских киллеров под руководством Баранника входило не менее 10 человек. За 3 года своего существования они совершили более 10 заказных убийств и покушений.
Баранник так и говорил: «Это моя работа, мой бизнес – брать заказы на убийство». Настоящим шоком стала информация о том, за что же 11 лет назад убили директора агрофирмы «Усадская» Владислава Баранова. Грязевские ликвидировали его за связи с враждебной группировкой «Жилка». Никто и предположить не мог, что человек, в свое время отправивший за решетку тяп-ляп, сам начнет сотрудничать с бандитами и станет их деловым партнером. Впрочем, подробности и цели общения Баранова с жилковскими также покрыты тайной. Нельзя, например, исключать, что директор агрофирмы поддерживал междоусобицу группировок с расчетом на то, что они в конце концов перестреляют друг друга. Если бы Баранов был связан с какой-либо преступной группировкой, как говорят в народе, крышуют там группировки и так далее, значит, конечная цель какая должна была быть? Обогащение. А у Баранова в чем его богатство? Похоронили славу. Откуда похоронили? Похоронили с панельки пятиэтажной, с Лялей женой он жил, двухкомнатная квартира, хрущевка самая настоящая, у того, который якобы с бандитами связан. Теперь гараж надо было открыть. Открыли, я помогал Ляле открывать его жене гараж, прикопан землей уже там поросль, значит, машина ГАЗ-69, на которой, да, он выезжал один раз в году, значит, на неделе 1,5-2 в отпуск в Кировскую область. На ГАЗ-69, который уже все забыли, если он такой был богатый, мы бы с ним на вертолетах летали по этим необъятным лесам и просторам Кировской области. На танкетках бы ездили, на гусеничных, как это сейчас молодежь делает. Где же у него, зачем же ему нужно было? Смысл какой? Денег-то не было, нет и не предвидится. Очередным заказом банде киллеров стало убийство директора фирмы «Татпак» Якова Галимеддинова по кличке Яшка. Он был близким другом, а также подконтрольным коммерсантом лидера жилки Хайдара. Убить директора фирмы «Татпак» Галимеддинова Баранник попросил своего двоюродного брата Каткова, проживавшего в Ярославле. Родственники не общались долгие годы, но уголовник все же нашел Каткова. За участие в покорении столицы Татарстана он пообещал построить брату дом и подобрать неплохую работу, например, устроить начальником охраны на каком-нибудь предприятии. Сидевший без денег Катков с радостью согласился на предложение. Катков был кадровым офицером, в Бакинском округе ПВО дослужился до заместителя командира батареи. Но частенько офицер в служебное время напивался до беспамятства, учинял дебоши. Еще офицер не носил форму, не брился и неоднократно пытался выступить перед личным составом с оскорбительными высказываниями в адрес советской армии. В результате он был исключен из КПСС, а в 1984 году с треском вылетел из армии за совершение поступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера. Баранник показал брату дом Яшки, роскошный коттедж с бассейном в казанском поселке Залесный. Сказал, что человек, которого нужно убить, лысоватый, грузный, так что не ошибешься. Сначала Баранник предложил убрать Яшку из гранатомета «Муха» и даже продемонстрировал орудие убийства. Но бывший военный предпочел привычный пистолет. С выдумкой, то есть подошел к совершению преступления, он переоделся в спортсмена. Подозрения он не вызывал, поскольку Катков носил бороду, то есть невысокого роста, дедушка, то есть одел трико, спортивный костюм и побежал за Галимеддиновым. Директор Татпака вышел из дома. Он был модно и дорого одет. Галимеддинов положил вещи на сиденье авто и решил немного пройтись пешком. Он приказал водителю ехать к коттеджу своего заместителя, жившего по соседству, а сам пошел следом, метрах в 10 от машины. Выкинул оружие в лесу, уехал в Ярославль. Через некоторое время его вызвали в Москву Репин и спросил, то есть, где оружие. Там состоялся неприятный разговор, его привезли в Казань, приехали на место, очень долго искали этот пистолет, нашли фактически, и через какое-то время это оружие было изъято
у участника УПФ Жилка по кличке Кощей. То есть они подбросили ему этот пистолет, Репин, в частности, в дом, где жил Кощей, для того, чтобы отвести подозрения от участников ОПГ «Грязь» в сторону участников УПФ Жилка. Количество убийств, которые исполнил или планировал Баранник и его банда киллеров, невозможно подсчитать. Наемные убийцы начали даже испытывать подствольный гранатомет. Вообще складывалось такое впечатление, что бригадир не собирался завязывать. Баранник приехал в гости к местному коммерсанту и попытался навязать свою крышу. Правда, в этот момент он уже был изрядно пьян и перегнул палку, приставив пистолет к виску хозяина. Коммерсант резко нагнулся, поднял с пола топор и несколько раз ударил Баранника по голове. Бригадиру киллеров отрубили голову и кисти, чтобы труп нельзя было опознать. Тело зарыли в лесу. С убийством Баранника банда киллеров развалилась. Впрочем, к этому времени большинство ее участников либо оказалось за решеткой, либо были убиты в криминальных разборках. А через несколько лет пули уже других наемных убийц настигли и самих организаторов банды. «31 марта 2004 года в Москве в гаражном комплексе неустановленные лица открыли огонь из автомата и пистолета с глушителями по автомобилю Chrysler Voyager. Пассажир авто Сергей Борисович Белов скончался на месте. Позже медики извлекли из его тела 10 пуль. Впоследствии Белов был опознан как Эдуард Гарипов и Дюня. 30 июня 2004 года на набережной Москва-реки прохожие обнаружили тело Александра Петровича Мартова с огнестрельными ранениями головы и туловища, произведенными в упор. Мартовым оказался Александр Репин, он же Петрович. В итоге дело в отношении Баранника, Гарипова, Репина было прекращено в связи со смертью подозреваемых. Перед судом предстали Ринат Хазиахметов и Евгений Катков, уже отбывающий наказание сроком 22 года за другое преступление. Хазиахметов, как человек, имеющий честь, он исполнил долг, поскольку он был обязан непосредственному своему заказчику. Денежное вознаграждение, конечно, было, но это уже второстепенное. То есть первоначально это ему двигало не жажда наживы, а долг, ну и заработок попутно. Катков был кадровый офицер, служил в вооруженных силах. Я стал выяснять, каково его отношение к совершенным деяниям. Ну, говорит, шла война криминальная, бандиты, говорит, друг друга убивают. Я вот принял участие. Обратил внимание на то, что он пришел вот, с такой бородой окладистой, в руках у него четки, и он сидит так, перебирает четки. Думаю, наверное, у человека что-то, наверное, в душе происходит, какие-то изменения, переживает, наверное. Он ответил, что я в Бога не верю. Я сначала вот эту атрибутику к себе применил, там бороду отпустил, четки. Думал, что, может быть, до меня снизойдет Божья благодать, и у меня что-то проснется. Ну, говорит, у меня такого нету. Человек действительно относился к этим убийствам как к какой-то работе. Подсудимые и их защитники пытались оспорить квалификацию этих убийств из корыстных побуждений, отрицали факт получения денежных вознаграждений. Суммы, которые фигурировали в деле, были не столь существенны – 800 и 1000 долларов. Но они в значительной мере могли поменять приговор. В судебном заседании, конечно, оба пытались в какой-то степени свое положение смягчить, ссылаясь прежде всего на то, что у них было трудное материальное положение, но в то же время они пытались как-то обойти этот момент тем, что не заказное это было убийство, не из корыстных побуждений вроде бы они хотели совершать, то есть не получали они этих денег. Но было установлено, что есть свидетели, подтвердившие, как деньги передавались именно за эти убийства. Приговор был вынесен 14 марта 2008 года. С момента совершения 2 резонансных убийств прошло уже более 11 лет. Ринат Хазиахметов и Евгений Катков были приговорены к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По совокупности преступлений в общей сложности Катков получил 24 года. Наконец-то в деле о банде киллеров
Вместо многоточия была поставлена точка.